Dziś burejka żanujesz jos, małpaśku, что tu nemilям permos tuż tunsyko помещкон мы уж мы малыке шоно вань мы стара дячке удмурт кейс чемпионат проект улсын и малпачко тунне тужгес устосыз школа осыз палыш как раз таки ты пыришки шьёс кудьёсыз баджим саклык висяло проектёсын ужанлы и валамон тужгес яркыт проектёсты тыршо ажинтыны ноулуне пычатны. Сөйник тунне номон тыршо тиредлы вакчи агине ношик валектыны марсусычы проект, кыжи проектёсын ужаны куле, кыжи проектёс тунне нуналы улунмес вошто шуса, кыжи соус богато удмуртлыкмес ажинтыны шуса. Сөйник тунне ташариш луос милям верашкон мы. Но метрозге садямиос богатозы пыришкыны та ужады шусами теледын туне джучкалын верашком. Коллеги, друзья, сегодня мы говорим на русском, об удмуртском. Сегодня у нас тема заявлена топ-10 шагов успешной реализации этнокультурного проекта. Времени у нас не так мало, но это еще раз, я думаю, что хорошая возможность для того, чтобы обозначить такие ключевые моменты в реализации социальных инициатив, в том, чтобы наши проекты, программы, идеи, задумки, они реализовывались эффективно и с пользой для нашего общества. Сегодня я буквально расскажу о том опыте, который прошла сама, и поделюсь своими, ну, так скажем, наработками, потому что этому уже уделяю, ну, порядка 10 лет. Поэтому мы с вами давайте договоримся так, что, безусловно, будет запись, но если у вас есть вопросы, я, конечно, готова на них ответить вот буквально в режиме здесь и сейчас, поэтому у вас есть такое преимущество. Я очень рада, что сегодня наш вебинар организуется Центром этнокультурного образования и социальных инициатив «Арте» в рамках грантовой поддержки проекта «Удмурт Кейс Чемпионат», поддержанного грантом Президентского фонда культурных инициатив и грантом Росмолодежь. Ну что, я думаю, что для начала мы с вами познакомимся. Да. Буквально несколько слов о себе. На сегодняшний день я являюсь руководителем Дома дружбы народов Удмуртской республики. Поэтому этнокультурные проекты для меня это не просто удмуртские проекты сегодня, это в целом проекты, которые направлены на гармонизацию межнациональных отношений. Но сегодня мы, конечно, будем больше говорить про в целом удмуртские проекты, потому что участниками нашего основного проекта являются как раз-таки удмуртские школы, школы Удмуртии, которые большое внимание уделяют сохранению и развитию удмуртского языка. Кроме того, я вот уже в течение 15 лет как общественный деятель на сегодняшний день являюсь руководителем как раз-таки Центра этнокультурного образования и социальных инициатив «Арте». А до этого возглавляла Удмуртскую молодежную общественную организацию «Шунды». После этого была организация «Институт стратегии развития региона». Поэтому общественная деятельность, конечно, не отпускает. И это на самом деле хорошая такая возможность для работы с людьми, которые постоянно находятся в таком процессе, активном процессе поиска новых идей и, самое главное, реализации этих идей. Я являюсь членом Общественной палаты Удмуртии второй год и считаю, что это отличная такая возможность, тоже платформа, площадка для реализации своих идей и обсуждения каких-то ключевых болевых проблем нашего гражданского общества, потому что там представители и власти, и бизнеса, и общества, и средств массовой информации, это партнеры, это коллеги, это новые какие-то контакты, которые тоже могут быть полезны, в том числе для этнокультурных проектов. Тренер и эксперт в области социального проектирования. Я более 10 лет занимаюсь уже социальным проектированием, но более так профессионально, как я говорю, 5 лет. Все началось с проекта «Проектный офис удмуртских школьников», когда мы стали
как раз-таки думать о том, что не хватает в связи с тем, что запрос идет, тренды идут по проектированию, но, к сожалению, очень многие школы, школьники не понимают, что это такое, тем более педагоги. И тогда у нас возникла идея объединить вокруг себя учителей, школьников, родителей, но именно с позиции этнокультурного образования и дать им те навыки, азы проработки проектных идей. И вот так зародилась идея, и с того самого момента пришло понимание, что проектирование для меня это не просто про удмуртское, это и вообще про всю социальную сферу. И поэтому так в жизни появились другие, более значимые, ну как более масштабные, будем так говорить, проекты, в том числе международного уровня. Я работала в Ассамблее народов Евразии, сотрудничала с Ассамблеей народов России. И вот за все эти годы, за 10 лет, вот если мы говорим сегодня про проектирование, привлечено мною более 20 миллионов рублей грантовых средств. Сегодня мы сразу, хочу сказать, не будем говорить про гранты. Я не очень про это люблю, хотя понимаю, что это сегодня определенный запрос, и в том числе ваш запрос, и больше говорить про гранты. Почему не люблю, я об этом скажу чуть попозже. Вот. Итак, коллеги, друзья, со мной познакомились, вы можете написать в чате, кто вы, откуда вы, и написать школу, если вы представитель школы. Я так понимаю, что сегодня у нас многие представители школы. А мы с вами двигаемся дальше. Ну, сегодня, да, я буквально, опять повторюсь, очень кратко, расскажу вам еще раз историю проекта, да, что это такое, для чего это необходимо, но не прямо по пунктам, а немножко вот так между словом, потому что все-таки сегодняшняя наша с вами встреча, она обозначена как конкретика, да, топ-10 шагов для эффективной реализации этнокультурных инициатив и проектов. Поэтому больше, конечно, буду прям пошагово говорить, какие вот 10 шагов выбираю я, чтобы проект был действительно успешным. В целом мы с вами будем так или иначе затрагивать тему проектной логики, как она выстраивается и почему очень важно выстроить эту вот проектную логику. Понятно, что будут некие такие ремарки о том, как делать не нужно. И момент «хочу и буду», как я его обозвала, то есть от теории к практике, от идеи к практике, потому что когда мы говорим о проекте, это в любом случае мы говорим о наших действиях. И поэтому здесь мы тоже с вами будем на этом акцентировать внимание. Итак, первое, да, поскольку времени очень мало, первое, с чего бы я начала и с чего я обычно начинаю всегда в проектировании, будь то это сама какая-то реальная проектная история, либо это какие-то мои ощущения, желания, да, то есть все, с чего начинается, это именно с понимания, что не так. То есть очень важно вообще понять, что не так, что вас беспокоит, и провести определенный анализ проблемной ситуации. Потому что проект – это всегда про проблематику, про решение проблематики, проблемы определенной, ключевой социальной проблемы. Поэтому и здесь очень важно, мы уже с вами не говорим про определение проекта, у вас, если здесь со мной участники нашего проекта, у них была школа проектных наставников, они уже в курсе, что такое проект и кто такой проектный наставник, чем отличается проект от любой конкретной деятельности. Так вот, одной из ключевых как раз-таки особенностей и ключевых таких отличительных моментов – это именно то, что в проекте очень важно понять, в чем вообще проблема. И поэтому мы говорим, если нет проблемы, если нет четкого понимания, что плохо, что вас беспокоит, то проектом это, во-первых, называть сложно, а во-вторых, вам будет даже сложно потом что-либо делать именно с точки зрения проектной технологии. Поэтому вот я всегда советую прямо сесть и проанализировать, и честно себе ответить на вопрос. Вот вы сейчас, например, потому что бывает часто сегодняшняя проблема, мне нужно написать проект на грант, поэтому я этим занимаюсь, да, либо я действительно хочу решить какую-то социально значимую проблему. И вот когда мы говорим, поэтому я говорю, я не люблю говорить про грантовые истории, потому что грант – это всего лишь механизм.
механизм решения ваших проблем, каких-то социально значимых проблем. А важно все-таки изначально понять проблемную ситуацию вашего окружения. Например, если мы говорим про школу, да, что вас беспокоит в рамках школы, что вас беспокоит в рамках именно сохранения и изучения удмуртского языка, если мы говорим про удмуртское, именно вот в этом обществе, и прямо конкретизировать. Если мы говорим просто, например, язык умирает, да, то мы не можем об этом, мы можем, вернее, просто сказать, да, но это некий лозунг. От лозунгов лучше уходить. Проект всегда любит конкретику. Поэтому нужно понять, как вы ощущаете, что язык умирает, как это вообще, на ваш взгляд, происходит, почему так происходит, почему в вашей школе вот именно эта тенденция существует. Может быть, потому что количество часов сокращается, может быть, просто родители как-то в этом не мотивированы, детям неинтересно изучать язык, методика неинтересная преподавание. Смотрите уже сколько моментов, да, которые мы проговорили. И поэтому вот здесь очень важно четко понять, что конкретно вас беспокоит и какова на сегодняшний день ситуация, проблемная ситуация вашего окружения. Будь то школа, будь то поселение, будь то там какое-то сообщество свое, да, то есть здесь очень важно это именно определить. И поэтому здесь я советую всегда, вот прямо еще раз честно себе ответить на вопрос и зафиксировать, плохо что, да, и там дальше нужна формулировка. Не просто, что мир во всем мире, например, да, либо плохо, что, вернее, как обычно мы говорим там на проектных семинарах, проблема, например, изучения удмуртского языка в школе. А что плохо-то, что вас беспокоит? Поэтому плохо что это, вот вам такая формулировка, чтобы дальше докрутить свою мысль. Очень важно здесь же в проблематике сразу определить, чья это болевая точка, и в чем она проявляется. То есть смотрите, тут уже сразу несколько вариантов мы видим, да, то есть это может быть боль учеников, школьников, это может быть боль какая-то своя у учителей, у родителей, у администрации школы, например. Вы за кого? Вы чью болячку хотите решить? Это я уже своим таким проектным языком говорю. Поэтому здесь тоже очень четко нужно понимать и принимать, да, чьи проблемы вы решаете. И каким образом можно эту проблему доказать? Потому что если просто сказать и просто прописать, даже если мы говорим про грантовые истории параллельно, все-таки будут параллели у меня, то здесь очень важно прописать, доказать, что эта проблема не просто голословно вы о ней говорите, что, например, детям Сосновской школы Шарканского района неинтересно изучать удмуртский язык. Да? Вот, мы, например, определили эту проблему, а дальше как мы можем ее доказать? И вот здесь очень важно применять обязательно доказательства. И вот какие обычно бывают доказательства проблемы? Да? Мы смотрим, во-первых, нужно ориентироваться, исходя из реальных фактов. Откуда вы взяли, что действительно проблема существует? Наверное, есть... понятно, что опыт, например, как раз-таки вашей школы доказывает, из года в год тенденция снижается. Обязательно приводить статистику, цифры, потому что цифрами вы можете конкретно доказать свою проблему. Например, в этом году столько-то там изучали удмуртский язык, в другом году, да, в 2022 году уже только столько изучают удмуртский язык. Мы видим, как эта тенденция идет на нет, да, снижается. Мнение экспертов очень важно. То есть что проблема не только ваша, она сегодня характерна для Удмуртской республики в целом. И вы, например, прикрепляете какие-то мнения экспертов из доклада министра национальной политики, например, да, таких весомых личностей, либо, например, эксперты Центра этнокультурного образования и социальных инициатив АРТЭ про это говорят. И, кстати, у нас было хорошее исследование, на которое вы тоже можете ссылаться. И, конечно, экспресс-опросы. То есть конкретно свою аудиторию выбрав, вы можете провести небольшие такие экспресс-опросы. Например, если действительно школьникам неинтересно изучать удмуртский язык, то есть вы проводите мини-опрос. Интересно, неинтересно, да, почему неинтересно? Добавить какие-то такие вопросы, до 5 вопросов, это уже подкрепит значимость вашей проблемы.
Ну и вот здесь хотела бы обратить то, что, как правило, встречаются ошибки при формулировке проблемы, и которые очень в дальнейшем влияют на в целом вообще проекта. Вот я уже про это сказала, мир во всем мире, да, нужна всегда конкретика, не буду уже останавливаться. Очень часто говорят, в проблеме нет денег. Тут тоже, это история из гранта тоже, здесь вы должны всегда иметь в виду, что деньги всего лишь средства, и деньги есть всегда, просто важно их найти, увидеть и уже непосредственно включить для реализации вашего проекта. Бывает часто, что, например, говорят, нет такого-то объекта, я пишу, нет Байконура, да, нет стадиона, обычно говорят, то есть вот эта проблема. Это тоже не есть такая ключевая проблема социального характера, а нужно немножко ее докрутить, а для чего вам, например, стадион, да, в чем его роль будет, в чем сущность, и вот оттуда уже исходить. И чья-то боль вы решаете, как правило, ну, это просто как пример, например, ну, к примеру, мы всегда пытаемся решить, часто, будем так говорить, часто пытаемся решить проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья, но при том, что мы их не спросили. Может быть, у них и нет этой проблемы, а мы их спрашиваем, а мы пытаемся за них что-то решить. Поэтому всегда ориентируйтесь на вашу целевую аудиторию, на ваших детей, на вашу школу, на ваших педагогов. Ну и водичка, как мы говорим, лучше конкретизировать, конкретно расписать, четко, понятно вашу проблему, нежели обо всем писать и ни о чем. Почему я это говорю? Потому что я еще много оцениваю работы, проектные работы, в том числе на грантовые, на субсидии различные, поэтому часто с этим встречаюсь. Пожалуйста, на это обратите внимание. Второй шаг, который необходимо сделать, найти единомышленников. Безусловно, под любую проблему, на самом деле, найти единомышленников, наверное, важно с самого начала. А возможно, можно чуть попозже, то есть вы сами уже рассматриваете, потому что проект – это всегда командная работа, всегда очень важно понимать, кто с вами по пути, как он будет работать в проекте, и не просто, что вот это мой друг, товарищ с самого детства, да, а в проекте очень важно распределить роли, обязанности, то есть и самое главное, чтобы человек был в этом заинтересован. Да, либо это организация мероприятий, либо это там смета, тоже очень важен экономист в команде, либо какие-то коммуникации, договоренности выстраивать. То есть у каждого человека в команде должна быть своя заинтересованность и возможность проявления. Ух ты, у меня 2 шага получилось, я так, наверное, я вспомнила, я немножко не туда указала найти единомышленников, но мы к этому еще вернемся. Смотрите, вот у нас есть проблема, да, мы с ней определились, вернее, несколько проблемных ситуаций, и здесь вы как раз-таки продумываете варианты решения проблемы. То есть если даже у вас несколько проблем, вы выбираете одну проблему, то есть лучше решить одну, чем охватить несколько. Поэтому мой совет не распыляться, а взять какую-то одну важную, существенную для вас проблему, даже в изучении удмуртского языка, например. То есть и продумать для нее возможные варианты решения. И вот здесь мы снова возвращаемся к целевой аудитории, потому что это очень важно в выборе, вернее, в продумывании вариантов решения. Потому что если у нас дети, это одни потребности, запросы, да, если им, например, неинтересно изучать удмуртский язык, значит, нужно сделать так, чтобы было им интересно, так ведь? И тогда нужно изучить хорошо эту целевую аудиторию. Чем они сегодня увлекаются, а дети еще разные, разных возрастных групп. Что им интересно, на что они могут уделить особое внимание и так далее. Поэтому вот здесь важно очень посмотреть и продумать. Так, 3-й шаг. Выбрать наиболее интересный реальный метод достижения цели. Это тоже такой вот важный шаг в реализации наших с вами идей, потому что, во-первых, интересный, уникальный, да, потому что проект – это всегда про уникальность. В чем еще отличие проекта от любой деятельности? Это в том, что он несет некую новизну, то, чего еще не было, как мы говорим. А если мы выполняем это из раза в раз, это превращается в некую системную работу. Это тоже хорошо, но проектом это обозвать иногда бывает сложно. Ну и самое главное, реальный под вас.
Если, ну, это я всегда привожу в пример с законопроектом. Вам реально сейчас, например, выйти и предложить законопроект, да, о своей проблеме? Нет. Вам реально, например, что-то сделать такое, ну, вернее, ну, условно, даже тот же самый законопроект по изучению удмуртского языка. Нет. Тогда мы делаем то, что нам реально здесь и сейчас. Оценивайте, пожалуйста, свои возможности и действуйте именно так. По методам тоже методы абсолютно разные. Я очень советую вам развивать насмотренность, то есть смотреть, что происходит в мире, что сегодня востребовано, какие есть определенные фишки, какие-то форматы новые, смотреть, постоянно изучать и применять их на удмуртское, потому что удмуртское – это наша уникальность. Я всегда говорю, велосипед есть, а удмуртского велосипеда нет. Поэтому у нас есть такое преимущество, когда мы можем как раз-таки проектировать про удмуртское все, что угодно. Способов может быть несколько, и прямо мой большой совет, вот не нужно уже делать то, что уже делают. Найдите свою изюминку, найдите свою уникальность, и вот ее прорабатывайте. Четвертый шаг – ориентироваться на конкретный результат, продукт. Понятно, что в проекте есть количественные и качественные показатели результативности. Да? Я уже не буду подробно про них говорить, но я очень советую в последнее время, особенно школам, ориентироваться на продукты. Почему? Потому что детям очень важно увидеть свою значимость в любой деятельности, а продукты проекта в этом очень сильно помогают. Поэтому вот здесь продумывайте сразу, и вам будет самим легче потом воспринимать проект, извиняюсь, как нечто важное, значимое в вашей работе. Например, тот же самый атлас, карта достопримечательностей, я не знаю, там диск, какой-то музыкальный диск, календарь, да, какой-то определенный, то есть то, что можно пощупать, потрогать, увидеть, так я тоже говорю. И очень важно прямо продумать, какой это будет продукт, какие у него внешние характеристики, кто им будет пользоваться и его предназначение, да, для чего он необходим. Пятый наш шаг – это планировать деятельность. Это то, что, к сожалению, тоже многим, тем, кто занимается проектированием, не совсем, недостаточно хватает компетенций, конечно, хотя, казалось бы, сегодня мы живем в условиях многозадачности, и особенно важно уметь планировать. Планировать прям пошагово, что мы делаем сначала, что мы делаем потом, второе, третье, четвертое и так далее, чтобы нам прийти к конкретному результату. Шестой наш шаг – это очень советую составить ресурсную карту достижения цели. Это про ресурсы. Прямо прорисовывать себе, рисовать схематично, не схематично. То есть вот тут я привела в пример. Особенно важно изначально, на начальном этапе, прямо проанализировать, что у вас есть, чего у вас нет, что вам необходимо и сколько вам необходимо, какими навыками необходимо владеть, какие знания вам необходимы, какие специалисты нужны, да, для вашей проектной идеи, какое оборудование понадобится. Это все необходимо, в том числе для расчета вашего бюджета, потому что у любого проекта есть свой бюджет. Особенно если это про грантовые заявки, мы говорим, один из показателей по грантовым заявкам – это, конечно, правильное оформление вашего бюджета. Поэтому обязательно не нужно смотреть с точки зрения «мне ноутбук нужен», да? А ноутбук нужен для чего в рамках проекта? Что именно понадобится в рамках проекта. Не изобретайте чего-либо такого, а прямо исходите из проблематики. Вообще всегда нужно держать проблему в голове по проекту, и тогда все будет нормально. Потому что иногда мы как-то уходим от нашей проблемы, забываемся, и происходит непонятно что. В итоге ни продукта, ни результатов мы не видим по проекту. Седьмой наш шаг, как раз-таки про единомышленников, да, оказывается, у меня здесь. Да, это очень важный момент, но здесь мы выделяем две такие категории. То есть про команду я сказала, люди, которые горят идеей, как вы, они четко знают свои обязанности по проекту. А есть еще такая категория, как партнеры. И вот чем больше будет ваших партнеров, тем крепче будет ваш проект. И не всегда обычно нужны гранты, поверьте, можно просто найти столько партнеров, чтобы действительно реализовать свою идею.
И даже будет намного эффективнее, если вы это сделаете без каких-либо грантовых средств. Вы сможете решить проблему, вы сможете сформировать вокруг себя сильное сообщество, которое действительно вносит изменения в ваше окружение. Вот в этом основная задумка любого проекта, а не просто чтобы выиграть какой-либо определенный грант. 8-й наш шаг – действовать и говорить. Это очень важно, особенно действовать и особенно говорить. Одновременно практически, потому что мы сегодня живем в веке информационных технологий. Очень важно, хотя мы живем в информационном шуме, так называемом, но очень важно постоянно говорить. Даже если вам кажется, что это лишняя какая-то работа, нет, сегодня люди идут за людьми, люди видят людей через социальные сети в том числе. Поэтому у вас должен быть обязательно свой паблик, свой логотип, очень красивый, яркий. Я уже не говорю про название. Должна быть своя идентика, да, то есть определенный фирменный стиль вашей подачи. Этому тоже необходимо учиться, и на сегодняшний день особенно нам нужен в удмуртскоязычной среде, этому нужно учиться, нужно подавать это все красиво, упаковывать это красиво, потому что упаковка проектов – это одна из ключевых сегодня таких важных элементов в эффективности проекта. Почему мы говорим, вот, например, начинаем сравнивать себя, ой, так, оказывается, мы это уже давно делали, да, например, мы видим, что, например, делают, условно, в какой-либо школе. А оказывается, просто они красиво смогли преподнести, они красиво смогли про это сказать, регулярно про это говорить, поэтому они смотрятся выигрышнее и эффективнее. Казалось бы, вы тоже делаете ту же самую работу. Поэтому уделяйте этому огромное внимание сегодня особенно, потому что это залог эффективности ваших проектов. И залог того, что вы найдете партнеров и найдете дополнительные ресурсы, в том числе финансовые, для реализации ваших идей. 9. Вот вы все сделали, все реализовали, провели, организовали. Очень важно в любом проекте поставить точку, то есть оценить эффективность того, что сделано. У любого проекта есть конец, есть начало и конец. Если у вашего проекта нет конца, это не проект. То есть всегда очень важно ставить точку, которая потом может перерасти в точку запятую, да, то есть обязательно развитие этого проекта, масштабирование, тиражирование, хоть как. Но на данном этапе вы должны поставить точку и оценить. А как оценить? Вот тут некие примеры. Во-первых, вы всегда смотрите вашу целевую аудиторию, вы наблюдаете за ней. Реально ли произошли изменения? Хорошо ли им стало? Интересно ли им стало изучать удмуртский язык с помощью вашего продукта, например, да? Либо нет. Если нет, почему? Если да, то над чем еще поработать? В каком случае остается блок, над которым нужно еще доработать? Свидетельства экспертов, средств массовой информации. Вы не забывайте подключать их. Результаты опросов, анкетирование. Ну и 10. Делиться опытом, тиражировать, масштабировать и делать добро. Почему? Это потому что очень важно. Дальше, как я сказала, точка с запятой, и очень важно говорить об этом. Потому что у кого-то может быть такая же проблема, как у вас, а вы с помощью своего продукта, своего проекта можете им помочь в этом. Поэтому я говорю, что в нашем случае, в этническом случае, это всегда уникально, что мы можем вашу, например, технологию, ваш продукт взять и применить уже на другом любом этносе. Вот это кратко 10 шагов. Я смотрю, у нас меньше минуты осталось. Мы можем заново подключиться. Вы можете... Вот мои контакты, я, в принципе, всегда доступна, номер телефона, мой электронный адрес,